эфире обзора чрезвычайных происшествий. В студии работает Руслан Варламов. Здравствуйте. В Якутии вынесен приговор преступника, совершившему разбой и вымогательство в составе преступной группы в 2016 году. Тогда злоумышленники нанесли побой 40-летнему жителю Якутска, а также похитили у него наручные часы «Радо» в стоимости 150 тысяч рублей. После совершения разбойного нападения злоумышленники стали требовать у потерпевшего передачи 2 миллионов 900 тысяч рублей, угрожая убийством. В ходе спецоперации были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое предпринимателей. Суд назначил одному из них 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием испытательной колонии строгого режима. Житель Мирнинского района Якутии осужден за убийство. Следствием установлено, что в апреле 2019 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в селе Тас-Юрях Мирнинского района, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему другу удар ножом в брюшную полость. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия. В тот же день преступник был задержан. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева. Он подозревается в злоупотреблении с должностными полномочиями. По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого предпринимателя, выполняющую деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В свою очередь, предприниматель в 2018 и 2019 годах передал Миляеву денежные средства в общей сумме более 5 миллионов рублей. Миляев задержан и по ходатайству следствия арестован. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. На западе Чехии сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший сухую строительную известь. Пострадавших нет. По предварительным данным, машинист превысил скорость в несколько раз. Подробности у Артема Сторонова. Эти кадры опубликовала в понедельник противопожарная спасательная служба Карловарского края Чешской Республики. Грузовой поезд, перевозивший сухую строительную известь, сошел с рельсов в районе города Марианске-Лазне в западной части страны. Виновником происшествия, как сообщили представители администрации железнодорожной инфраструктуры Чехии, стал машинист. По предварительным данным, он превысил максимально разрешенную на данном участке скорость примерно в 3 раза. В результате происшествия никто не пострадал. 2 локомотива в передней части поезда и последние 4 вагона остались стоять на путях без повреждений. С рельсов сошли в общей сложности 13 вагонов. Известь покрыла склоны насыпи и строящуюся рядом дорогу. Чиновники оценивают общий ущерб примерно в 30 миллионов чешских крон. Это около 80 миллионов рублей. Ликвидацией последствий аварии занимаются несколько пожарных расчетов. Как сообщается, перегон между станциями Марианске-Лазне и Ходова Плана будет закрыт по меньшей мере до пятницы. С вами была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.